Спустя несколько лет простоя столичный совхоз «Пригородный» возобновляет посадку картофеля и капусты. Овощи посадят на площади более 100 гектаров. Местной картошкой и капустой будет обеспечена почти вся республика. Сейчас на прилавках в основном привозные овощи. Есть даже из зарубежья. И цены далеко недоступные. Местные производства же – это и цены приемлемые, и главное – качество. Возобновить посадку своей картошки и капусты удалось в рамках инвест-программы компании «Лузалес». О продовольственной безопасности, о том, как республика может обеспечить себя своей продукцией, в репортаже Татьяны Супряткиной. До начала посевной еще несколько месяцев, а работа в совхозе кипит бесперебойно. И огурцы с томатами, и зелень различная круглый год на прилавках. А вот картошки и капусты уже 2 года как своей нету. Производство было убыточное, поэтому и отказались от посадки. Теперь же на фоне санкций продовольственная безопасность снова на первом месте. На территории Республики Коми хорошо выращивался картофель. Также хорошо выращивалась капуста. Это, насколько я помню, что это было. Вот последние годы на территории Республики Коми, в частности, скажем так, даже за совхоз «Пригородный», что более 2 лет уже картофель и капуста не выращивались, потому что было нерентабельно. Вот. И в связи с этим было принято нами решение, совместно с директором, мы обсудили все с работниками предприятия, что мы будем выращивать картофель. Выгодно, невыгодно, это мы ставим на второй план. На первое место мы ставим выращивать картофель, капусту в этом году. Посадят овощи на тех же полях, что и ранее были под картошку с капустой. Во время простоя они были просто засеяны травой. С одной проблемой аграрии все же столкнулись. Как оказалось, по всей стране нет свободного семенного картофеля. Но все же клубни 280 тонн под посадку нашли. В Нижегородской области предприятие одно из лучших в Европе по выведению семян. Запланировано порядка 100 гектар картофеля и 15 гектар капусты. Таким образом мы задействуем те возможности хранения, которые у нас есть. Мы задействуем ту технику, которая у нас имеется. И город Сыктывкар, Республика Коми получат дополнительно эти овощи и картофель. Пока посадят на прежних площадях. Это более 100 гектаров, но в ближайшей перспективе планируют увеличение полей. Это все потребует и дополнительное количество рабочих рук, и нового оборудования. Покупку тракторов и другой необходимой техники в рамках инвест-программы уже обсудили. Начнут набирать и необходимых специалистов. Сейчас на предприятии более 400 сотрудников, а с возобновлением производства штат намного расширится. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.